الله وبركاته. Валейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Иншаллах, сегодня мы проходим книгу «70 больших грехов» в Исламском университете Украины онлайн-режиме. Постараемся поменьше, иншаллах, времени взять сегодня. Просто мы болеем. Иншаллах, в следующий раз побольше будем, иншаллах, комментировать. Сегодня у нас 20-й грех из книги «70 больших грехов». Из этой книги. Кто нам читает сегодня 20-й грех? Тогда начнем дуа, сделаем. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху ассалям. Аллахума шрах ли садри ва яссир ли амри вахлюль уqдата мин лисани яфқаху қаули. Читай, брат Абдулла. 20-й грех – азартные игры. О вы, которые уверовали, поистине вино, майсир, азартные игры, идолы и каменные жертвенники, гадальные стрелы, мерзость из деяний сатаны. Сторонитесь же этого, быть может, вы преуспеете. Поистине вином и майсером, азартными играми, сатана хочет лишь посеять среди вас вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и молитвы. Неужели вы не прекратите? Коран 5:90-91. Также наш пророк, мир ему и благословение, сказал: тот, кто играет в нарды, ослушался Аллаха и его посланника, а также тот, кто играет в нарды, будто бы опускает руки в свинину. Да, посланник саллаллаху алейхи ва саллям до такой степени предостерег нас от этих больших грехов, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Также Аллах в Коране нас предостерег. Причина всего этого, азартные игры, является также из больших грехов и разрушающие общество. Что они делают? Они делают вражду между людьми. Баракаллаху фикум. Эти азартные игры, они делают вражду среди людей. Будет женщины или мужчины, или некоторые играют, допустим, делая ставки, допустим, на две команды. Если две команды играют, и каждая команда, если делает какие-то ставки, и забирает те, которые выиграли, это является азартным игром также. Если две команды, допустим, скажем, играет в футбол, две команды, и они, каждый из них, если ставит какой-то, да, скажем, ящик лимонада, кто проиграл ящик лимонада, это является азартным игром, это харам. Или вкладывает, или, баракаллаху фикум, ставит. Это называется азарт. Азарт входить нельзя, запрещается. Баракаллаху фикум. И дальше. Илля, причина запрета. Почему Аллах запрещает нам азартные игры? Будь это некоторые играют сегодня по-другому, играют не в нарды, допустим, играет, а по-другому играет, допустим, через интернет, через компьютер играет. То же самое. То же самое, если человек тратит на это деньги, азарт, если он заходит, то тогда это является из больших грехов. И некоторая книга приводится более, как говорится, толкование книгам Кабаир, есть побольше шарха, больше объяснений есть. Мы вам перевели вкратце книгу. Хотели познакомить людей с большими грехами. Это намерение у нас было. Коротко, быстро, чтобы чтец побыстрее познакомился, оставил грехов. И чтобы он избавился, чтобы он раскаялся до его смерти. Это наша цель была. Многие люди, читатели, скажем, да, мало читают, поэтому многие ученые сокращали определенное время, чтобы люди не занимали много времени, чтобы они быстро познакомились с вопросами религии. И также наша цель была, чтобы люди быстро познакомились с вопросом религии, которым запрещено. Коран аят мы привели вам. Вы прочитали только что, брат Абдулла прочитал нам. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الله قال في القرآن
Иннама аль-хамру, иннама, Аллах ограничивает теперь что? Смотрите, опьяняющий, говорит Аллах, опьяняющий, как спиртное, будет опьяняющий не спиртное. Как некоторые заходят в азарт и становятся не опьяняющими. Есть у нас опьяняющие напитки, спиртное, допустим, таблетки есть, которые опьяняют людей. Допустим, также есть наркотики, опьяняют людей. Также бывают какие-то другие вещи мирские, опьяняющие людей. Как, допустим, азарт, как мы сказали. Извините. Иннама аль-хамру валь мейсир. Мейсир – это уже азартные игры. Поистине, говорит Аллах, поистине спиртное, опьяняющее, валь мейсир и азартные игры, валь ансаб и идолы, валь азлам и гадальные стрелы, риджсун. Аллах перечисляет нам и говорит, что это все является грязью. Мин амали шайтан. Из деяний шайтана. Шайтан разукрасил людям. Люди ответили. Шайтан не заставляет нас этого делать, пока человек сам этого греха сам не сделает он. Аллах дал человеку выбор между добром и злом, между полезным и вредным. Разве спиртное, оно полезное для людей? Оно не полезное, оно вредное для людей. Оно разрушает разум человека. Оно разрушает общество, разрушает семьи. Много чего разрушает спиртное. Итак, все это является азартные игры. Оно является что? Как и идолопоклонничество, и идолы, и также гадальные стрелы. Это грязь, говорит Аллах в Коране, из действий шайтана, из дел шайтана. И некоторые не понимают, почему Аллах запретил, допустим, этот азарт. Причина его запрета. Причина, да, текст пришел в Коране и Сунне запрет. Потому что делает вражду. Дальше Аллах нам говорит, «Фаджтанибу ла'аллакум туфляхун». Сторонитесь этих грехов, быть может, вы преуспеете, говорит Аллах. «Иннама юриду шайтан». Почему Аллах запрещает? Дальше ответ, видите? Поистине шайтан, говорит Аллах, желает «Аюка байнакумуль адавата». Шайтан желает, чтобы между вами была вражда. «Валь багда» – ненависть. «Фил хамри валь майсири» – из-за опьяняющего и также из-за азарта. «Ваясуддакум ан дикрилля» – и сторонить, то есть вас отдалить от поминания Аллаха. Шайтан желает, чтобы люди отсторонились, то есть отдалялись от поминания Аллаха. Чтобы люди не строили мечеть. Если люди в расколе из-за каких-то, скажем, да, азартов, из-за каких-то алкоголических напитков, или азарту, как бы сказали, или сектантство, еще опаснее. Люди знают азарт харам, люди знают, допустим, вино харам, но сектантство они не знают, что это еще опаснее. Сектантство еще опаснее. У человека есть разум. То есть разум у нас находится в сердце. В сердце находится разум. Ахлю сунна валь джамаа сказали, что разум находится в сердце человека. Лахум кулубу я'килуна биха, как Аллах в суре Аль-Хаджи сказал. Лахум, у них есть сердца, разумеющие. То есть, имеется в виду, если человек не разумеет, то у него сердце запечатано. Ла та'маль абсар, валякин та'маль кулубу лати фи судур, сказано в суре Аль-Хаджи, извините. В суре Аль-Хаджи таким образом сказано. В другом аяте сказано, лахум кулубу я'килуна биха. У них есть сердца разумеющие. То есть, сердца разумеющие, имеется в виду, в сердцах наших есть разум. Дальше, у некоторых людей есть зрение, слух, однако до их сердец не доходит. Почему? Потому что сердца запечатаны сектантством, опьянением, азартом, разным видом. И все это Аллах Субхану ва Тааля запретил нам, потому что человек лишается своего разума. А если человек лишается разума, он идет на разных видов преступления под именем ложным. «Ваясуддакум», как Аллах сказал, они отстраняют, то есть шайтан отдаляет вас от поминания Аллаха, от зикрилля. Поминание Аллаха, субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар, ла иляха илляллах, это поминание Аллаха. Но поминание Аллаха также устанавливает мечеть, устанавливает общество, порядок в своем семье,
порядок ислама, чтобы было в семье, образование, чтобы получили исламское, и также процветание, что было и религиозное, и мирское, что было процветание, баракаллаху фикум. Не просто религиозное процветание, теряя этот мир. Аллах нам дал этот мир использовать для того, чтобы заслужить нам довольство Аллаха и рая. Аллах нам не говорит оставить мир полностью, но Аллах нам говорит, чтобы этот мир был в наших руках, чтобы мы, пользуясь им правильным путем, не чрезмерствовали, не делали исраф, чтобы мы тратили это для возвышения имя Аллаха, субхану ва тааля, его законов. И зикрилля, если сказано, если правитель установил зикра Аллаха, имеется в виду его законы Аллаха, то это правительство и государство, которое живет законами Аллаха, они поминанием Аллаха живут. Утром азан, каждый день азан, баракаллаху фикум. И исполнение законов, допустим, над преступниками, исполнение законов над преступниками, это тоже называется поминание Аллаха. И оправдание, если есть одно сомнение, это тоже называется поминание Аллаха. Потому что аль-худуд тудрау бишубхат сказано. Потому что наказание не бывает, в шариатском правиле говорится, что наказание не исполняется, наказание не бывает сомнительным. То есть сомнением не бывает. Если есть 1% сомнений, не выносится решение, как некоторые выносят решение такфиром, говорят, что он не мусульманин, допустим. Или говорят, что его кровь дозволена. Своим сектантством, политическая будь это секта, или религиозная будь это секта. Разные бывают секты, как мы знаем, называется таяратуль фикрия. Идейные такие, политические бывают секты. Они хотят поставить какое-то свое общество или государство, и становятся они радикальными. Радикальными выходят из рамки человеческих фактов, человеческих правил, и также выходят из правил ислама, баракаллаху фикум, становятся сектантами. И те, кто становится против них, имеется в виду, если ты скажешь против них что-то, то, что им не подобает, они тебя делают врагом ислама, делают тебя врагом народа, делают тебя врагом государства. На самом-то деле они сами являются большими врагами. وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. И, субханаллах, шайтан хочет этим сектантством, заблуждением, опьянением, азартом отдалить людей от поминания Аллаха. Чтобы мы, когда нужно исполнять закон Аллаха, когда нужно исполнять, допустим, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, сподвижнику исполнит наказание над прелюбодеем или прелюбодейки. И прелюбодейка сказала сподвижник, по-моему, Али бин Аби Талиб это был, я, Расулаллах, я оставил, не сделал, говорит, наказание, потому что она была беременная, пока она не родила. И тут получается, откладывание наказания является тоже законом Аллаха, поминание Аллаха, откладывание, потому что не вступает в силу. Почему не вступает? Невинный ребенок пострадает. Запрещается. Баракаллаху фикум. Там целый процесс есть, объясняется в подробностях вообще прелюбодеяние, когда человек сделал. Если прелюбодеяние сделано, да, баракаллаху фикум. Когда наказывается, когда не наказывается, опять есть правила, баракаллаху фикум. Иннама юриду шайтана юка байнакум аль-адават валь-багда. Шайтан желает, чтобы между нами был раскол, ненависть была из-за этого пьянства, скажем, алкоголя, опьяняющих веществ, азарта. Уясуддакум ан зикрилля, поминание Аллаха, ва анис салати. Также, когда люди отстраняются от поминания Аллаха подальше этим спиртным азартами, они отстраняются от намаза. Ва анис салати. От поминания Аллаха отстраняются, от намаза также держатся они подальше, получается. Фаля антум мунтахун. Вы прекратите или нет? Аллах субхану ва тааля. Ванзал Аллаху тааля гайр аяти фи макти акил амвали наси бил батиль. И много других доводов есть, конечно. Ученые, баракаллаху фикум, сказали, нарды харам, как мы только что вам привели хадис посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Один из них приводится в Муслиме, другой приводится в разных сборниках, как баракаллаху фикум. Сборники были у нас
привели, не привели, да? Но в сборниках приводится достоверно этот хадис. Итак, баракаллаху фикум, другие сказали, туда входит также, как шахматы, говорит, туда входят шахматы, одни сказали. Это большинство ученых сказали, харам входит шахматы. Другие сказали, они входят азарт. Другие сказали, если будут играть азартом, имеется деньгами, имуществом, ставками какими-то, тогда только. Имам Шафии сказал в одном из своем риваяте, нет, это является нежелательным, если человек, большинство сказали харам шахматы играть. Имам Шафии, имам Науи, когда его спросили, он отвечает шахматы играть, насчет шахмат. Он сказал нежелательности. Если человек не оставляет намаз, делает намаз в свое время, поминает Аллаха в свое время, учится, исполняет свои обязанности. Если он отвлекается от своих обязанностей, то харам ему играть эти шахматы. Баракаллаху фикум. Итак, коротко говоря, хорошо. И многие ученые, как Ибн Аббас, ему, когда доверили имущество сироты, он сжег шахматы, убрал он шахматы. И как другие версии приводятся, не зная достоверности, один из подвижников, он сказал, когда подошел с подвижником, он сказал, вы садитесь над идолами, то есть шахматы подобие идолам он подобил. Аллаху алям достоверность этой версии. Однако мы быстро сейчас закончим. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى أقامرك, посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, من قال لصاحبه, подождите, من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق متفق عليه. Бухари, Муслим приводит хадис. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если человек скажет своему другу, пошли, поиграем азартную игру. Если он этого сказал, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, быстро, фалета саддак, имеется в виду быстро иди и сделай садака. Он еще не поиграл, они еще действия не сделали. За слова, которые было сказано человеком, из-за этого греха словами, а если делами еще больше. Поэтому посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, иди побыстрее, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, быстрее сделай садака. И тут, если человек поиграл азартную игру, тем более он больше должен сделать садака. فإذا كان مجرد القول معصية موجبة لصدقة المكفرة. Если одно всего лишь слово, это является чего? Грехом, и обязательно нужно за него сделать доброе дело, а это садака, искуплением, очищением, فما ظنك بالفعل. Как ты думаешь, если ты сделал действие, как мы сказали, это входит, получается, поедание имущества ложным путем, неверным путем. И, баракаллаху фикум, на этом мы, иншаллах, остановимся. Думаю, хватит, потому что мы вам до этого тоже объясняли много чего. Задыхаюсь чуть-чуть, извиняюсь, болею. Если у вас есть вопросы, спрашивайте.